Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. 27 апреля традиционно отмечается День образования республики. Впервые жители Якутии отметили этот праздник в 1999 году. Он также имеет и второе название – День Конституции республики. Об актуальных вопросах социально-экономического развития региона нам расскажет гостья нашей студии Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства республики. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. В качестве вице-премьера вы курируете множество вопросов социально-экономического развития региона. Одно из важнейших направлений, это, разумеется, здравоохранение. Мы с вами пережили непростой пандемийный период. Сейчас, благо, наступил постковидный, так сказать, период времени. Скажите, вам стало ли легче в профессиональном и в личном плане? Да, конечно, нельзя не поблагодарить всех, кто выдержал этот пандемийный период, те, кто доверил органам государственной власти и свое здоровье. И, в принципе, это был тот период, когда мы смогли определенного рода доверие населения к власти достаточно повысить. Почему? Потому что все вместе его пережили. Это действительно так и есть. А стало ли легче или стало ли сложнее? Нужно сказать, что любая работа, тогда, когда ты ее осуществляешь, потому что ты четко понимаешь, что ты делаешь ее ради людей, в какой бы период она ни была, она всегда нравится и она всегда дается тяжело, потому что каждый день переживаешь ту или иную ситуацию. Каждый день беспокоишься за те проблемы или вопросы, которые существуют вообще в целом. Но я даже в кошмарном сне, лично как зампред, курирующий социальную сферу, не могла себе представить, что после постпандемийный период для нас окажется еще более сложным в управленческом смысле. И тогда, когда закончились ВКС, очень хотелось, безусловно, живого общения, живых разговоров, живых совещаний, наверное, так же, как и все. Но первые мои посетители были мамы и жены наших военнослужащих. И, конечно же, это сложные разговоры, сложные диалоги. Наверное, это были диалоги о важном, наверное, это были диалоги о главном. Но мы понимали, что именно сейчас пришло время того, что еще большая связка населения, органов власти, жителей, которые к нам сегодня приходят, она еще более сильна. Поэтому сегодня мы вновь вместе переживаем не менее сложный период. Осмелюсь задать вопрос, какие сейчас проблемы здравоохранения стоят? Если говорить о здравоохранении, то перестроившись уже непосредственно с постпандемийных рельс, здравоохранение переживает прежде всего и про процедуру модернизации. Как мы и обещали, нет ни одного необещанного нами, неисполненного нами именно какого-то обещания в части здравоохранения. Да? Мы, несмотря на пандемию, продолжали строить объекты здравоохранения, продолжали оснащать, продолжали оказывать услуги, открывали новые отделения. Незаметно совсем мы, например, открыли большой комплекс паллиативных отделений в целом в республике, да, которые действительно колоссальной потребностью являются сейчас. Усилили геатрическую, реабилитационную службу. Уже все прекрасно знают, что закончили строительство и ввели кардиологический центр. Ждем введения онкологического диспансера. В этом году мы только сдадим новые 3 больницы. В начале года именно центральные районные больницы, которые ждали давно. В начале года сдали больницу в Вилюйске. Это, безусловно, радости людей. Оценивая эти стройки, мы прежде всего говорим о том, что это было необходимо давно. Сегодня нами это сделано. А теперь очень важно, насколько то, что мы сделали, действительно будет качественно для людей, насколько это будет доступно. И поэтому сейчас даже при строительстве, при обсуждении всех вопросов мы всегда спрашиваем население, удобно ли, например, жителям Татинского, Лусова, Текёли ходить в больницу на 2-й этаж, например, на аппарат КТ. Или же люди, привыкшие жить, в пределах одноэтажного населенного пункта, как правило, может быть, им удобнее будет и именно старшему поколению оставить это КТ на 1-м этаже. То есть сегодня мы уже уходим в такую детализацию учета мнения большинства. Это очень важно. Прежде всего, качество оказания услуг, она сформируется в том числе с момента непосредственно строительства этих объектов.
Мы очень сильно усилили реабилитационное направление во всех смыслах, да, и пусковидная реабилитация, и, соответственно, реабилитация сейчас уже участников специальной военной операции. Скажите, а вот вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается ли? Да, конечно, она не может не продолжаться. Коронавирус стал сезонным заболеванием. Мы изменили правила, безусловно, оказания медицинских услуг относительно новой коронавирусной инфекции. Мы уже не устанавливаем жестких ограничений в части, значит, непосредственно переноса этого заболевания. Да? Перестали провозить, как и были ранее, значит, например, лекарственные препараты в дома жителей. Да? То есть это стало сезонным заболеванием, снят ряд ограничений, но за счет чего держимся? За счет вакцинации, поэтому вакцинируйтесь. Ольга Валерьевна, давайте поговорим с вами и о мерах поддержки участников специальной военной операции, потому что есть и региональные меры поддержки, также осуществляется медицинская, психологическая реабилитация. Да, действительно, с марта месяца, вот тогда, когда я не зря сказала об этих встречах, да, тогда, когда проходили эти встречи, мамы, жены достаточно активно заняли позицию и, в принципе, определили для нас, для власти, значит, и для главы республики, какая же помощь сейчас необходима. Как таковая. Прежде всего, был четко прослежен путь о том, что ребята наши будут и возвращаться, и сейчас та помощь, которая нужна семьям, потом было сделано два базовых направления. Это прежде всего, значит, помощь медицинского характера, да? Конечно же, медицинского характера, как реабилитационная, так и поддерживающего характера, да, по соматическим заболеваниям. Кроме того, это психологическая помощь. Наши члены семей сразу начали получать психологическую помощь в Центре социально-психологической поддержки молодежи, который при Минмолодежи находится, и уже сейчас, на настоящий момент, вышли на уровень того, что и сами участники специальной военной операции не боятся идти к психологу и, соответственно, ее получают. Мы, в свою очередь, расширяем оказание этой помощи в районах республики. Психологи якутские выезжают и, соответственно, значит, там обучаем. На настоящий момент повысили квалификацию по специальным программам психологов для того, чтобы эту работу организовать. Что касается социальной помощи, то, конечно же, были определены меры региональной поддержки, по которым, значит, осуществлялись и выплаты 200 тысяч семьям мобилизованных, потом их распространили и на контрактников, и на добровольцев. Ну и, соответственно, конечно, я очень благодарю органы местного самоуправления, потому что такого очень сильно все объединились и дальше продолжаем в каждодневном режиме оказывать помощь и взаимодействие с семьями военнослужащих. Тыл должен быть всегда надежным. Ну вот как раз-таки продолжая тему специальной военной операции, сейчас в столице республики открылся единый центр набора на контрактную службу, в том числе и для участия в СВО. Скажите, как это все организовано? Да, действительно, на базе санатория-профилактория «Абырал» организован пункт отбора, размещается пункт отбора на контрактную службу, и те из, значит, мужчин, живущих на территории республики, которые изъявляют желание непосредственно, значит, участвовать в специальной военной операции, стать кадровыми военными, я бы сказала, да, защищать свою родину, они в любое время могут прийти непосредственно на территорию Абырала, в здание санатория-профилактория. Там размещается пункт отбора, где в течение суток пройдут соответствующий медицинский осмотр, собеседование и психологическое тестирование, и могут поступить на военную службу. Я думаю, что, наверное, именно использование контрактной службы именно в настоящее время является наиболее правильным решением, которое принято руководством страны, потому что армия все-таки должна быть профессиональной, и, соответственно, и уровень ее подготовки должен определяться контрактностью. Ольга Валерьевна, также вы курируете и молодежную сферу. Расскажите о наиболее важных направлениях. Нужно сказать, что молодежная сфера сегодня стала основным направлением государственной политики вообще в целом в стране. И те требования, которые сегодня предъявляются к осуществлению молодежной политики, они одни из самых наиболее высоких.
Связано это с чем? С тем, что в целом нужно сказать, что кризис молодежной политики имел место быть в стране. Об этом уже никто не скрывает. Первый этап, с которого начала Росмолодежь, это прежде всего даже в некоторых регионах к восстановлению соответствующих органов власти. То есть не во всех регионах были министерства. Несмотря на все наши оптимизационные процедуры органов власти, наше Министерство молодежи существовало всегда. Это дало нам возможность сохранить в том числе и костяк, и нормативно-правовую базу осуществления государственной молодежной политики. Мы достаточно хорошо продвинулись, и за 3 года состав действующее Министерство молодежи во главе с Петром Шамаевым, до этого со Степаном Саргадаевым, во-первых, практически проинвентаризировали все возможные ресурсы и механизмы влияния на молодежь и содействия молодежи, как в трудоустройстве, так в жилищных условиях, так и в целом к их, можно сказать, досугу, самому по себе. И на настоящий момент эффективность программы Министерства молодежи, в общем-то, программа Минмолодежи является одной из эффективных. Одним из базовых направлений сегодня, на которое является главным направлением, является патриотическое воспитание. Но мы во многом понимаем, что это воспитание должно уже проходить совершенно по другим правилам, не тем, которые были ранее. И сегодня, безусловно, эти формы ищутся. Но я думаю, они найдутся как раз-таки в региональном компоненте, потому что вы сегодня к нам вообще пришли в студию по случаю празднования Дня Республики. Скажите, как вы оцениваете значение этого праздника для жителей нашего региона? Вы знаете, этот праздник, прежде всего, это вообще новый, в целом, по большому счету, для Якутии это новый праздник. И, конечно же, мы изначально и учились вообще его праздновать, учились его воспринимать. Сегодня, особенно в наше достаточно сложное время, он как никогда имеет такое очень громадное значение. Почему? Наверное, для всех жителей. Тогда, когда возникает момент, что 27 апреля, в день принятия Конституции 1992 года, в день образования ЕАСР 1922 года, подписанное постановление в ЦИК Михаилом Калиным, ты понимаешь, что ты якутянин. Якутянин, а в прямом смысле этого слова. Это понимают наши ребята, которые находятся в зоне СВО. Это понимаем мы здесь все вместе, потому что у праздника есть объединительное, такое значение. Во-первых, он объединяет нас в целом, как народ, проживающий на территории, в которой все вместе здесь живущие, мы сталкиваемся с одинаковыми трудностями. Нам всем одинаково холодно. Мы все одинаково переходим через лужи, которые возникли сегодня в связи со снегом. Мы все живем вместе и вместе решаем эти проблемы. И это нормально, это объединительная история. Вторая история – этот праздник объединяет поколения. С одной стороны, он новый, с другой стороны, его в основе лежит 1922 год. Ну и, конечно же, это праздник, который дает объединение в целом нас в составе в Российской Федерации. Мы никогда так уверенно в составе страны не чувствовали себя, наверное, за многие годы никогда. Сейчас мы четко понимаем, что мы жители одной большой страны, имя которой Россия. Я полностью согласна с вами, Ольга Валерьевна. Мне не остается ничего добавить. Хочется вас поблагодарить за то, что вы нашли для нас время и стали гостьей нашей студии. И, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Всех с наступающим праздником. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Помните, что сила в единстве. И до встречи в эфире.